ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Широкой Масленицей отметили завершение зимы в Ухте. Традиционное народное гуляние прошло на площади перед Дворцом культуры. На сцену вышли любимые горожанами творческие коллективы. В этот день почти все концертные номера были народной направленности. Все же, как-никак, а Масленицу на Руси отмечают испокон веков. Так куда же в такой день без фольклора, например, частушек? Женится, а по миллионах Ваня. Ой, не топись, по огороде, Ваня. Не женись, по миллионах Ваня. А еще и не обошлось без игр и конкурсов для всех. Наша съемочная группа пришла на это народное гуляние снимать сюжет. А в итоге я вместо работы корреспондента подкидывала деревянный блин на воображаемой сковороде. Конкурс настоящих блинов, кстати, тоже был, но, к великому сожалению собравшихся, заочный. Пришлось ухтинцам кушать блины дома. Зато был выбор, на какое масленичное чучело полюбоваться. Мы проводим конкурс масленичных чучел впервые в Ухте. 9 заявок подано. В основном это детские сады наши, которые проявили свое творчество. Наше компетентное жюри определяет 3 победителей, но также есть еще приз зрительских симпатий. Он достался масленице Веснушки из детского сада номер 28. А вот победительницей стала кукла, которую сделали в 21-м саду. Такую красоту сжигать стало жалко. Жалко было собравшимся и бить друг друга. Вспомните, была раньше традиция на масленицу устраивать кулачные бои. Так что битвы были исключительно снежные и на мягких мечах. А значит, все остались здоровы, невредимы и веселы. Вот и зиму можно отпускать с легкой душой. В следующий раз Ухта соберется здесь на народное гуляние только в мае. Отметить сообща День Победы. Молодцы!